С Днем хакасского языка. Для республики это действительно особенный и важный праздник, который, по сути, связан с созданием современной хакасской письменности и стремлением сохранить уникальную языковую культуру. Не случайно у нас год 2020 объявлен годом хакасского языка. Мы стараемся в регионе уделять внимание его развитию. В образовательных организациях проходят тематические уроки, лекции, кружки по изучению хакасского языка. Он преподается у нас в 158 школах и, по сути, в разных формах изучают более 11 тысяч детей. Конечно, считаю, что нужно отметить вклад в развитие и изучение хакасского языка наших педагогов, которые этим непосредственно занимаются. И, безусловно, важно поддерживать те семьи, где дети начинают осваивать хакасский язык. В этом году мы вот тот опыт, который был в Бейском районе, распространили на всю республику, и был организован конкурс 101 семья принимает у нас сегодня участие. Я надеюсь, что это даст тоже определенный толчок развитию и изучению языка. Хотел бы выразить от лица правительства, от себя лично слова благодарности всем, кто вкладывает свои силы и энергию в сохранение наших национальных традиций языка. Желаю здоровья, успехов, и всех еще раз с праздником, с Днем хакасского языка. Предлагаю перейти к церемонии награждения. Начинаем торжественную церемонию. За выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности на благо Республики Хакасия орденом за заслуги перед Хакасией награждается Аюшина Любовь Иосифовна, помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Максимовой Надежды Сергеевны. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие образования Республики Хакасия почетной грамотой Республики Хакасия награждается Ахпашева Елена Александровна, заместитель директора по учебной работе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия, профессиональное училище номер 18. За большой вклад в сохранение и популяризацию хакасского языка и в связи с празднованием Дня хакасского языка благодарность главы Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасия объявляется Труновой Наталье Николаевне, воспитательной учреждения города Абакана, Центр развития ребенка, детский сад Василев. Александровне, директору благотворительного фонда социальной поддержки населения культуры и здравоохранения благодарение. Чебадаевой Ларисе Александровне, учителю хакасского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лесоперераловского среднего общеобразовательного школы номер 2 Аспийского района. Бондаренковой Елене Сергеевне, воспитателю Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Хакасия, Хакасская национальная гимназия-интернат имени Николая Федоровича Катанова. Самлиной Вере Дмитриевне, заместителю главного редактора Государственного автономного учреждения Республики Хакасия, редакция газеты «Хакасия». Бахановой Ларисе Юрьевне, художественному редактору Государственного автономного учреждения Республики
Республики Хакасия, редакция газеты «Хакасия». Чертыгмашевой Оксане Георгиевне, редактору первой категории отдела экономики автономного учреждения Республики Хакасия, редакция газеты «Хакасчирин». Баргаянову Алексею Михайловичу, корреспонденту государственной телевизионной и радиовещательной компании «Хакасия». Доржу Андрею Владимировичу, телеоператору автономного учреждения Республики Хакасия, информационный телевизионный центр «Хакасия». Доржу Владимиру Владимировичу, артисту-вокалисту хакасского ансамбля «Песни и танцы КНР», Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия, Хакасская республиканская филармония имени Владимира Герасимовича Чаприкова. Джумашевой Ларисе Иннокентьевне, главному библиотекарю Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия, Хакасская республиканская библиотека «Республика». Тулемеевой Виктории Кимовне, научному сотруднику Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия, Хакасский республиканский национальный музей-заповедник. Майнагашевой Татьяне Андреевне, заслуженной артистке Российской Федерации, заслуженной артистке Республики Хакасия, артисту драмы, ведущему мастеру сцены Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия, Хакасский национальный театр имени Александра Михайловича Табанова. Тагоевой Клавдии Ивановне, заслуженной артистке Республики Хакасия, артистке драмы, ведущему мастеру сцены Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия, Хакасский театр драмы и этнической музыки «Чебеген». Шаламовой Анне Николаевне, директору Государственного автономного учреждения Республики Хакасия, Совету Международного общества имени Семена Анатольевича Кадышева. Майнагашеву Сергею Александровичу, члену региональной общественной организации по сохранению и хакасского языка и нефили, Хакасский Хайралит Павлатилидер и нефили регион Дары Халов Кыргызы. Чебачаковой Елене Сергеевне, главному эксперту сектора правового, финансово-экономического и документационного обеспечения Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия. Субраковой Вии Васильевне, старшему научному сотруднику сектора хакасского языка Государственного бюджетного исследовательского учреждения Республики Хакасия, Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. За сохранение, развитие и популяризацию хакасского языка благодарственное письмо правительства Республики Хакасия вручается Сунчугашеву Анатолию Ивановичу, заместителю председателя Хакасского регионального общественного движения хакасского народа, Республиканский совет старейшин. Торжественная церемония завершена. Еще раз всех поздравляю, и слово предоставляется Михаилу Анатольевичу Павловичу. İzinler çılgın yapılaysa aksaşın şimdi günden Hakas tili okumuğa koyustele şuryeps ana dar günden bağlar koysun çetir koysun и университет прайс удовлетворительно Хакас тилinin oğa şahsiyet ник философ şuhtu zavar.
Уважаемый Анатолий Олегович, действительно очень приятная неожиданность была в прошлом году, ровно год назад, когда вы объявили год 20-й годом хакасского языка. Это дало основания для того, чтобы каждая библиотека, школа, наше учреждение, органы власти, министерства, муниципальные органы власти в своих планах на 2020 год предусмотрели мероприятия, посвященные в том или ином виде на развитие хакасского языка. И действительно, вот более сотни мероприятий вошли в республиканский план мероприятий, и у каждого учреждения тоже были. К сожалению, пандемия, вот она несколько поменяла текущие планы, но тем не менее прошло очень много конкурсов онлайн. Мы благодаря пандемии изучили интернет, изучили возможность социальных сетей и много выходили туда, Дом литераторов. Наша общественная организация, вот, Республиканский совет старейшин, Лига хакасских женщин Алтанай, вот, Инет-Или, Северо-Алтайское Нагорье, многие другие, и грантовые проекты реализовали, и текущие проекты реализовали, направленные вот на, в том числе выезда были даже в самые отдаленные уголки нашей республики с просветительскими лекциями, с иными мероприятиями. В республиканском бюджете, вот спасибо вам, Артем Олегович, дополнительно были выделены денежные средства, вот энциклопедию Владислава Федоровича Торосова вышел в этом году очередной том. Толковый словарь уже на выходе от буквы А до буквы П. Это первый, в принципе, такой серьезный труд Хакнияли, который нынче увидит свет. Тут необычный конкурс, который Бейский район вот проводил при поддержке Совета старейшин, Лиги хакасских женщин Алтанай. Действительно, нам удалось его внедрить в республику. Все докладывают, что все районы приняли активное участие, а из городов наиболее активное участие город Абакан, вот, по удельному весу. Этот конкурс показывает, где нам нужно усилить работу, потому что, к сожалению, Сорск, Абаза, вот такие города, они не смогли предоставить нам участников ввиду того, что в семье дети свободно не владели хакасским языком. Конкурс именно на лучшее знание хакасского языка. 100 победителей будет, 1,5 миллиона рублей призовой фонд. Это, в принципе, серьезная поддержка. И на следующий год уже запланировано также проведение. Я надеюсь, что к следующему году в семьях больше будут подготавливать ребятишек, и конкуренция будет гораздо выше. Ежегодно мы проводим мониторинги. Вот в этом году также исследования проводятся в тех районах, где уровень коренного населения хакасов выше 10%. Даскийский, Ширинский, Таштыбский, Бейский район, город Абакан. По самочувствию языка более 1000 респондентов у нас участвуют, и также свои пожелания органам власти, к себе и вообще вот в целом самочувствие. К сожалению, действительно тревожные цифры идут, что мы каждый год эти исследования проводим, и каждый год они показывают, что уровень свободного владения несколько падает. Поэтому из тех мер вот, современных, которые мы приняли, тоже в этом году направлены на молодежь, это ВКонтакте, социальная сеть, где вот в социальных сетях сейчас много молодежи сидит, и тоже вот торги провели, уже подрядчик работает по переводу более 34 000 слов должно перевести, чтобы вот социальная сеть можно было уже полностью на хакасском и печатать, и общаться и так далее. То есть это то, над чем мы сегодня работаем. На будущее также мы уже дошли вот до того, что вот андроиды, Apple, то есть айфоны, тоже есть возможность установить мобильные приложения. Инициативная хакасская молодежь тоже выходит с такими предложениями. И мы в бюджете будущего года тоже планируем эти мероприятия поддержать для того, чтобы любой человек, вот совершенно любой пользователь телефонов, это наша повседневность, мог хакасский язык переводить одновременно до 7 языков. То есть хакасский, английский, русский. То есть, поэтому это те формы, скажем, направлены на то, чтобы вовлечь побольше молодежь. И вот наше Министерство образования очень много мероприятий в этом году проводит. Мы по отчетам видим о том, что и сегодня в каждой школе уроки проводятся, и в целом те журналы, которые планировались. То есть те годовые планы так или иначе через онлайн, через издательство все равно все выполняют. Министерство культуры сегодня онлайн-концерт, посвященный Дню хакасского языка, проводит. Библиотеки. То есть мы в принципе видим, что ваш посыл о том, чтобы 2020 год объявить годом хакасского языка, он в принципе выполняется. К сожалению, вот наши любимые праздники Тунтолы, Челпазы, Тункайран, все вот
не состоялись вживую, там, где язык он максимально живет, где мы заряжаемся друг от друга общением, языком. То есть вот надеемся, что все-таки пандемия отступит. И в конце года мы также все-таки хотели подвести год хакасского языка торжественно, все-таки в зале, со всеми вот выставками, награждениями, достижениями и новыми задачами, которые необходимо сделать. И вот мы, посоветовавшись с коллегами, у нас работает совет по сохранению и развитию хакасского языка, и там поступило предложение, Валентин Олегович, обратиться с просьбой, учитывая, что год такой получился, что объявить в республике десятилетие хакасского языка. И в течение десятилетия мы, в принципе, тогда и концепцию пропишем, стратегию, и в течение 10 лет каждому органу власти, общественной организации, каждой образовательной организации будет понятно, какие необходимо провести мероприятия. Ключевую роль, конечно же, с Ниной Семеновной мы разговаривали, как НИАЛИ возьмет, как специальный институт, который направлен на сохранение языка. И некая стратегия десятилетия, в принципе, вот, нужна координация. Было бы неплохо, наверное, разработать стратегию Да, языка до 2030 года. Да, совершенно верно, Валентин Олегович. Мы вот себе внутренне эту задачу ставим, но и ожидаем поддержки, конечно. А так, в целом, вот, благодарю, вот здесь с разных отраслей люди сегодня есть, и фонд благодарения, они ежегодно колоссальные средства денежные, частный бизнес направляет на поддержку учителей, на поддержку детей, на финансирование тех или иных мероприятий, пропаганду, там, и юрты строят, и все, то есть культурные мероприятия. Вот такие фонды, конечно, это очень здорово, когда есть такие партнеры у нас. Помимо того, что органы власти, ну еще вот именно бизнес также социально направленный, рядом стоит. Это вот один из ярких примеров, это фонд благодарения. Ну и все, кто здесь присутствует, вот Татьяну Андреевну вижу, то есть мы видим постоянно повседневную ту работу, которая направлена на поддержку языка, его сохранение, ну естественно развитие. Уважаемые друзья, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, предложения, предлагаю в свободном формате. Да, Анатолий Ильич. Спасибо, что пригласили. Но этот год 30-летие первого съезда хакасского народа современного, который в 90-м году прошел, благодаря которой Хакасия стала республикой. Но вот нигде, кроме газеты «Хакас Ширик», там интервью Валерия Ивановича Ивандаева было, и все. Больше никто, нигде, никаким образом, ни наше телевидение, ни РТС, вообще как будто это был такой рядовой день, это было очень историческое событие. Хочу сказать, что когда этот съезд собирался, участвовало все население Республики Хакасия, не только Хакасия. Вот на местах проводили вот эти конференции, выдвижения делегатов Хакасов, участвовали все население, русские, немцы, там, все трудовые коллективы выдвигали. Об этом сегодня никто не помнит. Это тоже стимул, чтобы как бы подчеркнуть. Давайте оформим поручение, чтобы освещение шло активнее. Да, хотя бы вот остался год еще не закончился, чтобы эти телевидение, хакасское телевидение, вообще ни слова нигде никто не сказал про этот съезд. Это первое. Второе. Есть федеральный закон о языках народов Российской Федерации. И вот в национальных республиках везде улицы, населенные пункты на двух языках пишутся, на русском и на национальном. Вот эту работу лет 10 назад мы поднимали, когда еще министром национально-территориальной политики была Балахчина. Да. Ну вот это у нас заглохло. Вот. Поэтому у меня просьба к вам вернуться к этому вопросу. Если вопрос стоит финансирование, но я не думаю, что в бюджете Республики Хакасия и в бюджетах муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов не найдут деньги, чтобы вот эти наименования населенных пунктов и наименования улиц, хотя бы вот в столице, в городе Абакане это сделать, это было бы действительно большим подспорьем, чтобы... Давайте тоже поручение мы ее оформим, проанализируем министерство. Понятно, что это может быть где-то такой постепенный процесс. Но да, я понимаю. Я согласен, что это правильное направление.
Все в итоге два предложения. Да, спасибо, Анатолий Иванович. Еще, друзья, у кого-нибудь есть предложения, вопросы, может быть, кто-то высказаться просто хочет. Больше не знаю. Ну, тогда еще раз всех. Можно несколько слов сказать? Любовь Иосифовна, пожалуйста. Дорогие друзья, у нас через каждые 5 лет проходит съезд Хакасского народа. И очередной съезд Хакасского народа будет проходить на следующий год. Я думаю, вот те люди, которые сегодня находятся в зале, они как раз будут тем организующим и помогающим ядром для Совета старейшин Хакасского народа, которые помогут провести этот съезд на высоком уровне. Каждый раз, после каждого съезда, при принятии документов, при их подготовке, очень много народу участвует, и все предложения аккумулируются в резолюциях съезда. Нужно отметить, на сегодняшний день мы анализируем исполнение этой резолюции, и практически 80% предложений, они исполнены. Я думаю, что правительство приложит все силы для того, чтобы мы вышли к съезду уже со 100%, и это будет прекрасно. Ну и, естественно, я хотела бы увидеть пожелания просто всех, кто здесь сидит, все как достойные люди стали делегатами этого съезда. Спасибо. Можно реплику? Да. Я вот стою, просто снимаю, потому что есть, вот сейчас Хакасия занимается активно развитием туризма. Почему бы хакасский язык не включить в идею образовательного туризма? Просто такая идея, вот, как бы образовательный туризм, особенно в Европе, пользуется большой популярностью. Если бы какие-нибудь школы или образовательные учреждения создали бы такие проекты, мне кажется, было бы тоже интересно. Предложение интересное. Я думаю, Михаил Анатольевич совместно с Министерством экономического развития проработает, что вопрос, в каком направлении мы можем двигаться. Хорошо, друзья, еще есть какие-то вопросы? Ну, если больше нет, еще раз поздравляю с Днем хакасского языка. Ну, всем здоровья, счастья, всего самого хорошего. Да, у нас там еще запланировано фотографирование. Приглашаем участников церемонии в клуб для общего фото.